Число заразившихся коронавирусом в России уже превышает цифру 90. В Ингушетии нет зарегистрированных случаев заболевания. Однако в целях предосторожности отменяются массовые мероприятия, закрываются образовательные учреждения на карантин. Жители, в свою очередь, тоже проявляют сознательность, пытаются уберечься от заражения различными способами. А также наблюдается ажиотаж, связанный с массовыми закупками продуктов. Дезинфицируют ли общественный транспорт, мониторят ли цены на антисептические средства, завышают ли цены продавцы на продукты питания, проверяют уже надзорные органы. Буквально с воскресенья на понедельник количество зараженных превысило фиксируемый до этого ежедневный рекорд в стране – 30 человек. Вместе с этой статистикой возросло и волнение граждан. Несмотря на предупреждение избегать места массовых скоплений людей, торговые точки переполнены покупателями. Последний раз такие автомобильные пробки в Назране были на Мархаш. Здесь не пройти, не проехать. Причины паники жители объясняют по-разному. Некоторые связывают ее с появлением нового вируса COVID-2019, другие боятся кризиса в связи с тяжелой обстановкой в мире и проблемами поставок из-за рубежа. Не знаю, это маркетинг какой-то, наверное, чтобы торговля шла или клиентов навлекать. Это паника пошла уже 3 дня здесь, на этом рынке. Что еще? Не обоснованный ажиотаж. Необоснованный ажиотаж. Абсолютно ничем не обоснованный. Никаким дефицитом, никакими условиями. Просто раздутый. В основном люди приобретают не портящиеся продукты с большим сроком хранения – сахар, муку, гречку, рис, макароны, масло. Только вот с мукой повторяется история с медицинскими масками. Еще недавно переполненные прилавки опустошены. В одиночестве ждут своего покупателя теперь мешки сахара. Негде купить. Негде что купить? Муку? Муку, сахар, практически ничего не осталось, все расхватали. И это за какой период наблюдается такая картина? Последние недели, наверное. А вот на соседнем складе только что прибыл полный мукой КАМАЗ поставщика. Мешки разбирают мгновенно. Новый тип вируса по миру распространяется с неконтролируемой скоростью. Начнут ли повышаться цены с такой же скоростью, волнуются жители региона. Некоторые ненасытные предприниматели решили, как всегда, не упускать момент и заработать побольше. Раньше 1100 стоила аква, а сегодня она уже 1350. На рынке, вот сейчас я оттуда иду, масло, которое стоило 75 рублей, сегодня стоит 320. С чем связано необоснованное повышение цен, объяснить не могут. На вопрос, завышает ли поставщик, разводят руками. Почему цены повысились? Вот люди жалуются на 200 рублей, на 250. Вам поставщик повышает или вы завышаете цены? Люди стремятся успеть купить и не только продукты, но и медикаменты. Резкий скачок цен претерпели медицинские маски. Еще недавно ФАС уведомлял, что стоимость на эту защиту снизилась до 3 рублей. Однако сами фармацевты заявляют, по такой цене их не было еще в начале месяца и не будет. С баснословными ценами жители почти готовы смириться, только вот защитные маски негде приобрести. Не покупала, потому что нигде их нет. Найти Но не могу. хотелось бы, С да? Магаса. До Назрани доехала, нет нигде. В этой аптеке последнюю партию масок распродали вчера вечером. Здесь они продавались за 30 рублей одна штука. Теперь фармацевты в ожидании новой поставки. У нас все маски спрашивают и антисептик. В следующей аптеке такая же ситуация. Последние запасы в большом количестве и по хорошей цене 7 рублей закончились. На руки покупателям не давали больше 10 штук. В строку дефицитных средств вошли и антисептические средства. Удивленные фармацевты делятся, что такой ажиотаж наблюдается последние 3 дня. Антисептики на фирмах закончились, их заказать даже нету. Единственное, что вместо антисептиков мы предлагаем спиртовые салфетки. Вот, и их люди прям очень хорошо берут. Хлоргексидина тоже нет? Хлоргексидин тоже закончился. Сегодня он опять рождается, тоже очень прям сильно берут, прям огромными количествами. Как поясняет Росздравнадзор, за прошедшую неделю в регион поступило 7 тысяч масок. Приобрести их в объеме 50-100 штук на сегодняшний день не представляется возможным. Острый дефицит не только в Ингушетии, но и во всех регионах России. Стоит вопрос о глобальном увеличении производства масок. Дело в том, что такая проблема на сегодняшний день возникает из-за того, что на территории России всего 2 фабрики занимаются производством масок. И в связи с вспыхнувшей эпидемией коронавирусом
данного производства недостаточно для всей России. Защищать органы дыхания масками советует Всемирная организация здравоохранения. Но что делать, если человек не хочет игнорировать меры профилактики, но ему негде приобрести защиту? Медики советуют не отчаиваться и делать маски в домашних условиях из влажных салфеток или из марли. К тому же такие можно использовать многократно при глажке утюгом. Кстати, в соцсетях уже начали появляться лайфхаки. Хотя массовые мероприятия в регионе отменены, самыми посещаемыми людьми местами остаются остановки, вокзалы. Так, на новом автовокзале в Насыркорте не пренебрегают мерами предосторожности. Работники используют средства индивидуальной защиты. Регулярно протирают ручки дверей, полы дезинфицирующим средством. Также в зале развешаны памятки с правилами защиты от заражения. В России уже вводятся жесткие профилактические требования к общественному транспорту. Дезинфекцию автобусов нужно проводить перед рейсом. Стекла, поручни, сиденья необходимо обработать хлоросодержащим концентратом. Как часто? Когда вы моете? Вечером, утром, после каждого выезда? Каждый выезд никак не получается. В сутки хотя бы 2 раза моете? 2 раза это 100%. Сотрудники Роспотребнадзора уже начали проверку автобусов на наличие дезинфицирующих средств и защитных масок для водителя. Здесь средства есть у вас? Дезинфицирующие? Сейчас он обещал нам все дать. То есть сейчас у вас нет средств, но вам обещали выдать? Да, обещали, но у нас то, что был, кончил. Упущение транспортных компаний налицо. Памятки о правилах защиты в самом салоне не оказалось. Но сотрудники Роспотребнадзора не забывают о безопасности пассажиров и призывают к бдительности. Проводят профилактические беседы и раздают буклеты. Возьмите, как защитить себя вот от гриппа, от коронавируса, если есть такие симптомы гриппа. Роспотребнадзор поясняет, все меры призваны не допустить распространения коронавирусной инфекции. В ФБУ, Центр гигиены и эпидемиологии, для оперативного диагностирования завезли тест-системы, куда даже сомнительный анализ будет отправляться в вектор Роспотребнадзора. И будут обследоваться все, кто будет обследоваться на острой респираторно-вирусной инфекции, они будут обследоваться и на коронавирусную инфекцию. Уже больше 2 месяцев новости о коронавирусе остаются самыми популярными и пугающими. В мире уже заражены более 140 тысяч человек, около 6 тысяч скончались. Медики напоминают, игнорируя меры предосторожности, люди только увеличивают риск самозаражения. Диана Дударова, Джамалил Тамасханов. Новости 24.